направлено в суд уголовное дело в отношении лица, пытавшегося сбить на автомобиле сотрудника полиции. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции». По версии следствия, проведенного СОСКР, обвиняемый вечером 21 октября 2021 года вместе с иными лицами находился около своего автомобиля на остановке общественного транспорта «Филармония» в городе Чебоксары, где громко слышал музыку, выражался нецензурной бранью и иным образом нарушал общественный порядок. По сообщению граждан об указанных событиях на место приехали сотрудники полиции, которые потребовали его прекратить данные противоправные действия и оставаться на месте до приезда других сотрудников полиции для составления материалов об административном правонарушении. С целью воспрепятствовать уезду обвиняемого с места событий, один из сотрудников полиции встал перед передней частью его автомобиля. В последующем злоумышленник, игнорируя законные требования полицейских, сел за руль автомобиля марки BMW и начал движение, совершая наезд на стоящего перед ним сотрудника полиции, который вынужден был увернуться. При этом в результате наезда потерпевшему была причинена физическая боль, а сам водитель скрылся от сотрудников полиции. Через некоторое время после произошедшего он был задержан с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, где он находится и по настоящее время. Обвиняемый вину в содеянном признал, ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. Отмечаем, что ранее обвиняемый уже был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осквернение символов воинской славы России». Жительница Цивильского района осуждена за хищение денег с чужой банковской карты. Прокуратурой Цивильского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета». Судом установлено, что в августе 2021 года женщина совершила хищение денежных средств с чужой банковской карты путем прикладывания ее к терминалам оплаты, оплатив покупки в магазинах на общую сумму более 6 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала. Суд, исследовав доказательства по уголовному делу, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал жительницу Цивильского района виновной в совершении указанного преступления и с учетом данных о личности назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой Ядринского района выявлено нарушение законодательства о социальной защите инвалидов. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения. Проверкой установлено, что подъезд одного из жилых домов города Ядрин, в котором проживает инвалид-колясочник, не оборудован пандусом для беспрепятственного доступа. По данному факту в отношении главы Ядринского городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Постановлением суда виновное должностное лицо оштрафовано на 2000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. В ближайшее время нарушение должно быть устранено.